Те люди, которые знают меня, да, там, в моей рабочей практике, они знают, что мне поднять настроение это очень легко, если в руки ко мне попадает тот отруб, который я знаю, что он качественный, ну, не знаю, настроение просто зашкаливает. Это для меня это превыше всего, когда в руках локальный, но в то же время качественный продукт. Выдержка мяса — это на сегодняшний день это тренд, но несмотря на моду, да, которая несет за собой кухня, да, на сегодняшний день, это все-таки и качество. Это другой вкус, это ярко выраженные запахи. Ну, в совокупности оно просто становится лучше, вкуснее. Я так предполагаю, что все-таки блюда должны модернизироваться чуть, вот идти вперед. Ну, не стоит кухня на одном месте. Это и подача, это и взгляд на какие-то вариации этих блюд. Я выезжал в Одессу на обучение, и мы делились на команды, и каждая команда должна была придумать какой-то формат блюда и как-то его преподнести. Ну, в формате фастфуда. Я уговорил свою команду, чтобы это был чебурек, но мы его чуть модернизировали. Ну, как бы вот есть платформа, да, вот чебурек, вот он сам по себе. Соответственно, никто же нам не мешает заложить какую-то начинку другую. Вот, соответственно, мы делали чебуреки и десерты. Это был сладкий чебурек с сыром рикотта, с горным медом. Это были и рубленые из баранины, если мясные брать, и с добавлением оливок. Но вот такие вот вкусы другие, да, яркие, которые не присущи даже тому формату чебурека. Вот в таком плане, может быть, это кого-то будет пугать, потому что, ну вот, чебурек же вот он такой и никакой другой. Но на сегодняшний день мы знаем, что пицца – это пицца, а начинка, она, ну, не имеет границ. И те же вареники имеют сумасшедшее количество там вариаций. Ну, я думаю, что и чебурек может чуть модернизироваться. Захватить мир. Захватить мир, да. Я буду спорить, потому что знаю, что рыбаки, проживающие там, они вылавливали ее, там и засолка присутствовала, и мариновка рыбы, и вообще на столах подавалась рыба. Ну как не употреблять тот продукт, который у тебя, грубо говоря, под ногами? Если человек выращивает скот, как он не может его употреблять в пищу? Дайвинг для меня это значит собраться, поехать желательно в какое-то новое место, чуть абстрагироваться от этого мира, от забот, от проблем, нырнуть, получить удовольствие. Неважно, ловишь ты что-то или не ловишь, просто сам процесс. Самый большой кайф то, что человек там гость. Вот он погружается, и все. Это другой мир с другими красками. Там круто. Я прожил там энный период времени, поездил по всей Грузии, я ее абсолютно все объездил, был в разных регионах. Что могу сказать, это обалденная страна, которая дала такой толчок, да, для того, чтобы тоже влюбиться в эту кухню. Казалось бы, да, я работал в других кухнях, да, там понимал, что вот Италия, это красиво, это история. Грузия, она имеет то же самое. Любая кухня народов, она несет за собой не просто блюдо, не просто вкус, а это чуть больше. Это культура, это жизнь того народа. Крым меняется. В 2008 году я уехал. Это реально был чуть другой Крым. По чуть-чуть появляется вот эта картинка присутствия нашего народа в Крыму, что мы здесь были, и мы несем за собой свою культуру.
Те, кто приезжает в Крым за вот этим колоритом, да, там, они в любом случае посещают крымстарские заведения. И практика показывает, что в Бахчисарае полные заведения, да, там приезжают целые группы, автобусы, и эти оголтелые туристы уходят с такими глазами, начинают фотографировать колорит вот этот вокруг ресторана. И они от этого кайфуют, они это видят, для них это что-то новое, они окунаются вот в эту культуру, они вот за этим приезжают. А человек, тот, который приехал с мегаполиса, бежать за бургером или за пиццей, ну, сами понимаете, это смешно. Они это могут попробовать у себя дома. Конечно же, мы понимаем, что все вот это, то, что приехало с Азии, это все-таки не наше. Не то, что вот там появилось в Крыму, и наши предки это готовили. Хотелось бы, чтобы это все возрождалось. Для этого нужно находить крымстарские старые рецепты, брать их, прорабатывать, готовить, кормить людей, получать обратную связь, если это качественный продукт, внедрять его в меню, и тогда меню будет расширяться, и мы получим разнообразие крымстарских блюд. На сегодняшний день Крым выглядит так, завтра он может быть совсем другим. И другим он может стать только тогда, когда непосредственно крымские татары сами начнут заниматься этим.